Вот оно, творение современных башкирских ученых. «Война. История башкирских родов». Историческая книга, которую таковой назвать можно с натяжкой, опубликована была еще в 2012 году. Но этот дебютный роман вмиг стал бестселлером по масштабности своего влияния. Здесь досконально описано историческое происхождение всех сел от Волги до Урала и родословное татарского народа, но имеющее явное башкирское начало. На сбор этой информации, которая уместилась аж в 47 томов, авторы не пожалели ни времени, ни значительных средств. Каждое издание этой исторической новеллы вышло многотысячным тиражом. Дорогостоящее учебное пособие распространяется бесплатно, позволяя каждому оставшемуся еще татарину по паспорту, но башкиру, якобы уже по крови, узнать свою родословную до 7-го колена. Мен аны шуттап чыгардым, ул 37 КАМАЗ. 3 тонналы 37 КАМАЗга барып чыга. Менә авырлыгын үлчәдем дә. Менә шушыларның, шушы китаплар белән тутырдылар бөтен Башкортстанны һәм Татарстанның Минзәлә, Лениногорск, Мөслим, Актаныш, Азнакай, менә шушы районна, 6 районна, Әлмәт, Башкорт дип язылган татар авылларының тарихын беләсең килсә, ачып карыйсың шул 5-нче ревизияны. Чөнки аңарчысы бер җирдә дә язылмаган. Татарстан да бу эшне алып бармады моңарча. Бу безнең зур минус. Нурмухамат Абый – историк по образованию, один из создателей первой татарской гимназии в Белебеевском районе Башкортостана. Когда-то даже поплатился своей директорской карьерой, говорят, из-за своей неудобной и неугодной правды об истории своего татарского народа. По его словам, башкирские ученые в своей исторической летописи не открыли ничего нового, а лишь выдали за истину переписные данные 5-й ревизии, прошедшей в царской России в 1795 году, где и был впервые зафиксирован термин «башкирцы». Но первая перепись состоялась намного раньше, в 1719 году. И вот по данным первой ревизии на территории от Волги до Урала не было ни одного башкирского поселения. Вот он документ, где черным по белому указано, что в этих селах проживали в основной массе служивые татары и черемесы. Название «башкирец» появилось намного позже и означало не национальность башкиры, а башкирцы – принадлежность определенному сословию. Но эта игра слов через 4 века помогла написать новую историю. После присоединения этой территории к русскому государству, российское государство их стало именовать башкирами, как сословно привилегированное население, чтобы отличать подданных. То есть подданные – это башкиры, а те, которые дикие – это казахские жузы, калмыки там и другие. То есть здесь было четкое разделение. Менә монда күпме генә карасаң да, яшәшные татары, яшәшные черемиса, служилые татары, служилые мишреки и так далее. Но бер башкорт дигәндә юк. Менә минем туган авылым 47% башкорт дип язылган. Әмма без тире башкорт кешесен күрдек 1960 елларда безнең авылга берәү килеп керде, йортка керде бер хатынга. Менә без шунда башкорт кешесен күрдек. Аларның бит антропологический тип бөтенләй икенче, безгә ошаш түгел алар. Әмма кызганычка каршы без барыбыз да башкорт дип исәпләнәбез бүгенге көндә. Неужели вот так легким движением руки научная область из истории и этнографии становится инструментом политической и пропагандистской борьбы? И что самое печальное, в пылу этой полемики наука уходит на второй план. Вот так, на бумаге, можно легко перечеркнуть всю историю татарского народа, исконно проживающего в северо-западных районах Республики Башкортостан. Это практически треть территории, куда входят свыше 20 районов, граничащих с Татарстаном. Татары Башкирии в школах всегда изучали родной татарский язык. Язык, на котором испокон веков говорит население этой территории. Однако в последние годы некоторая часть башкирской интеллигенции призывает признать этот язык северо-западным диалектом башкирского языка. В этом случае, если такой проект станет возможным, то он якобы сможет поспособствовать народу вернуть свои исторические корни и войти в лоно своей башкирской идентичности. Сейчас по многим причинам, по причинам исторического характера, отчасти политического характера, башкирский язык территориально и функционально ограничен только 2 своими диалектами, только тем, что находится к югу и к востоку от Уфы. Тех, кто говорит на северо-западном диалекте башкирского языка, все еще принято не считать башкирами. Нужна
не только общественная воля, но и воля политическая. То есть нужно решать этот вопрос, нужно решать вопрос о том, какой язык в качестве родного преподается в северных и в западных районах Башкортостана. В качестве родного там массово идет и дальше будет набирать обороты татарский, а татарский язык – это как язык обучения в школах для людей с башкирским происхождением, это путь в татарскую идентичность. Где гарантия, кем я теперь записан? Я даже не знаю, кем я записан. Но, скорее всего, башкирином, потому что политика такая была – увеличить количество башкир за счет татарского населения. Это же мы прекрасно знаем, Башкирии первое место занимали русские, второе место занимали татары, потом уже башкиры. Я не хочу умалить там значимость башкир. Да, башкирская автономия, хорошо, да. Но почему за счет меня? Казалось бы, какая разница, кто ты, башкир или татарин? Два народа, которые, по мнению ученых, являются феноменальным явлением. У нас так много схожего и так много общего. Одна религия, схожая культура и обычаи. Один на двоих сабантуй, чак-чак, баурсак, эшпашмак на столах. Но в этом и есть коварство обстоятельств. Размытые различия приводят к безразличию, когда татары в угоду моде или идеологии с легкостью переходят от одного стана к другому. Һәм кеше шуңарга аптырап ышана инде, ну булган инде, балаларыбыз башкорт дип, бүген татар дип йөрсәм дә дип мескен. Чөнки гыйлемсезлек ул, менә Гегельнең бик матур сүзе бар. Невежда не свободна, ибо она всегда рискует стать жертвой обмана. У нас есть план, но без помощи Татарстана, без правительства Татарстана мы не сможем это осилить. Сегодня все прекрасно знают, у кого финансы, у кого административный рычаг, тот и на коне. Сейчас идет насаждение, там книги издают, гонцы там живут, бегают, все это все есть. Но в ответ мы ничего же не... Ну, мы делаем, нас таких вот активных, раз-два я общался. Но в основном народ, значит, пассивный? Народ очень инертный, очень. Это у меня даже зло берет. Мне иногда хочется руки опустить и сказать, зачем я трачу свое время, свою жизнь на вас, когда у меня есть внучка, когда у меня есть дети, мои сыновья. Но нет, как их разбудить, я не знаю. Это уже от человека зависит. Но каково наше самосознание? Как мы доходим до понимания нашей сути? Значит, с народом работать надо, объяснять, разъяснять, где твои корни. Но ни один политтехнолог не определит твою идентичность, если в тебе до сих пор говорит зов предков. Эльзира Юзаева и Роман Безменов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.